Как у вас дела, как настроение? С сегодняшнего дня мы начинаем неделю влогов. И наша неделя — это четверг, начало недели. Как вы уже поняли, по моему внешнему виду, я на работе, тусуюсь целыми днями. Мой рабочий уголок. Все, что необходимо в этой жизни, у меня есть на столе: ноутбук, пенал, блокнот, расческа. Вам не напоминает этот угол балетную студию? Недавно была фотосессия, мы сделали сочные фотографии, хочу их смонтировать, но Photoshop не хочет мне помогать. Рум-тур одного ящика. Очки, жвачка, наушники, банан и много книг. Книга на английском Робин Хоп. Моя нелюбимая тема политики, я не люблю, но хочется узнать немного о странах и базовые знания политической карты мира. Самое главное, она написана в художественном стиле, что-то типа энциклопедии. Книга для изучения испанского языка. Мне всегда нравился этот язык, и почему нет, самое время его выучить. Я в самом начале. Ну а что вы думали? Это не хухры-мухры, я уже умею считать на испанском. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi llamo Ranela. Mucho gusto, mucho gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, hasta la vista, hasta luego, hasta pronto. И что еще я знаю? Выпендрёж закончен. Шла я на день рождения. Милый подарок, самая моя любимая книга. Очень дорожу. Было трудно найти именно такую книгу. Всем привет! Сегодня мы пойдем делать мой первый маникюр. Покажи свое состояние ногтей. Прелесть. Какой ты хочешь вообще? Как ты представляешь себе? Квадратная у меня, там блестки насыпают, потом прозрачные. Или какой-то с цветом каким-нибудь розовый, может, ближе к оранжевому. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, да, как вдохновение придет. Сегодня нереально, я просто, понимаете, Бомбезно. весна, да. В душе прям весна. Все гуляют, играют, веселятся с друзьями. Про школьные времена нахлынули воспоминания. Раз в это время у нас всегда устраивали уборку. Каждый день убираемся в классе. Там есть такая таблица. Кто в понедельник А, убирается? расписание, да, Да. Ты одна убираешься или у тебя напарница Нет, есть? напарница. Напарница. А, у нас по партии убирались. Кто с кем сидит Это вместе? мальчик или девочка был? Девочка вроде была. Играется в мячик. Кто-то играет в футбол. На велике катается вообще. Шли в зоомагазин. Классно. Смотри, черная, большая. Птица. Она вроде умеет говорить. Это морские свинки. Ежик. Здрасте. Это шиншилла вроде. Смотри, какой огромный. Разлегся весь. Здесь чем-то воняет, не понимаю. Черепашки. Это белые... Зайчики. Доброе утро. 8:42 утра. Сегодня воскресенье. Я вижу вашу волю в глазах. Будем учиться делать яйцо. Ради этого я встала в 8 утра. Уже неделю пытаюсь сделать яйцо в смятку. Ну, это так сложно, я не понимаю. Первую половину недели даже белка не было, она была жидкая. Вторую половину твердый, как камень. Погнали. Надеюсь, хотя бы сегодня перед вами и я не упаду лицом в грязь. В каком-то форуме писали, что и соль нужно. Надо я убрала книжку. Он начал скипать, я убрала крышку и уменьшила огонь. Продержала 4 минуты. Написано вообще-то 5, но на всякий случай 4. Чтобы был жидким хоть где-нибудь. Хочу поделиться с вами, какие сериалы я сейчас смотрю. Да, не только читаю, я еще и смотрю. Попиваете и что посмотреть, да? Главный вопрос, который преследует меня всю мою императрица Ки. Корейский сериал, который я нашла случайно через Инстаграм. 51 серия, и я на 25. И сериал «Друзья». Его, наверное, все знают, я его не начинала смотреть, но его все настолько хвалят, что я решила попробовать. Сейчас на данный момент идет, как-то так. Ну, может быть, еще надо время, чтобы к нему привыкнуть. Первый сезон досмотреть. Меня бесит, когда я смотрю сериалы и идет реклама или останавливается и идет загрузка. Есть сайт, который называется вот так вот, и я им полностью довольна. Единственный сайт, где я смотрю все сериалы и фильмы. Там еще выстраивается топ, подборки, новинки. Не тормозит, почти нет рекламы, только в начале. Все потому, что это кыргызский сайт. Я к нему привыкла, а когда улетела в Турцию, я страдала, потому что этого сайта там просто нету. Он работает только в Краснодаре. Посоветовала от души, не благодарите.
Так как сегодня выходной, я не хочу себя нагружать, и давайте обойдемся просто обычной йогой, которой я не занималась достаточно давно. Я никак не могла начать снова заниматься йогой, потому что 30 минут по утрам для меня много. Займемся с вами обычной йогой и пробежкой. Хочу дать вам определенное понятие, почему я выбираю йогу, чем она отличается от гимнастики, почему нельзя просто позаниматься там пресс. Йога — это смесь гимнастики с медитацией, то есть здесь идет все спокойно, размеренно, никуда спешить не надо, резких движений не делаем. И в то же время у вас тут прокачивается выдержка. Вы должны простоять в тяжелой позе, терпеть это. Когда говорят, что это просто, на самом деле не так все пушисто и сладко. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be. Вышла на пробежку, мне подарило такое воспоминание, ностальгия чего-то уютного, домашнего. Прислушайтесь, птички везде поют. Это место почему-то меня перекинуло снова в мое детство. Люди, живущие в этих зданиях, только просыпаются, рядом с семьями. Куда идти не надо, все домашки сделаны. Когда только просыпаешься, сидишь, завтракаешь с родителями. Этот день обещает быть самым-самым лучшим. Я очередной раз убеждаюсь, что утром есть какая-то своеобразная магия. И она должна обязательно присутствовать в каждом из нас, быть частью нашей жизни. Хорошо, пусть будет редко, вставайте рано утром и оставайтесь в тишине, оставайтесь рядом с самим собой. Мы вообще в целом такие существа, которые всегда имели острое обоняние, слух, прекрасное зрение, но все это у нас со временем просто истратилось, ценировалось, и мы все это потеряли, одним словом, потому что не было надобности в этом. Также и с инстинктом. Если мы перестанем пользоваться и этой частью нашего дарования, природой, то все у нас уже все пропадет. Поэтому, если не каждый день, хотя бы 2 или 3 раза в неделю, встать рано, когда еще все спят, слушать, знаете, просто посидеть в тишине, говорить самим собой, послушать себя, свою интуицию, поразмышлять, сделать такую небольшую паузу и побыть в моменте с самим собой. На обед у нас сегодня каша сделана на одного человека на молоке. У нас сметана и хлебушек. И может быть на десерт мандаринчик. 5 часов вечера, а мы едем на вождение. Снимаешь? Ладно. Снимание. Вот. Тоже. А здесь где? Сначала надо ремень одеть. Утром весна была. Вечером уже зима. Даже дороги пообщаются. Сегодня второй урок и уже на другой машине. Вчера был правый руль, сегодня левый руль. Если вы водите машину, какое расположение руля вам подходит больше всего? Человек, отойди! Твоя жизнь обречена. Все хорошо. Все, нам конец. Сейчас мамину машину испортишь, она его сегодня чистила. Там мы заметили вот тоже девочку, она тоже водит, учится водить. Такая у нас прекрасная солнечная погода сегодня, еще и снег выпал. Везде белым-бело. Неужели? Начался мой день с того, что я красилась. Ой, как красиво! Смотрите. Боже, знаете, сразу вспоминаю свое детство. Взяла лайнер. Прежде чем приступить, я понимала, что если я вот сейчас сделаю стрелки не так, как надо, это испортит все мое настроение и весь мой день. Я все-таки рискнула, начала рисовать и нашла для себя идеальный способ рисования стрелок. Ничего не видно, но вот что-то есть, в этом. Рисуют стрелки для нависшего века. Я не признавала до последнего, что у меня нависшее веко, но оказалось, что... Я заказала 2 цвета карандаша от фирмы Ламель, вроде, если не ошибаюсь. Топовые, качественные, популярные. Они подойдут как на слизистую, так и в виде стрелки. В этом сезоне как раз таки стрелки разнообразные, графичные. И зеленый цвет будет очень популярен с вами трендовыми чекульками. Обожаю эту дорогу. А меня видно? Вот зеленая трендовая и желтая. Под нее все тени желтые будут классно ложиться, насыщенно. Ну что, дальше погнали на учебу. Сегодня приду и
ставили. Пошли тогда завтра. Четверг у нас самый такой плодотворный, потому что у нас 4 пары. Обедали немного. Взяла с собой 2 книги. Это Луиза Мэй «Маленькие женщины» и «Этическая карта мира». Тянула прям в эту книгу с первых страниц. Это было так мне близко. Про 4 сестер, которые живут, ну, не то чтобы в нищете, но в целом и не богатые. У каждой этой сестры есть свое увлечение, свои интересы, свои хобби, и то, как они пытаются подстроиться под общество того века. Так, мы приехали к косметологу, будем чистить мое лицо. Эта картина называется «Побывала у косметолога на консультации». Мази, цинк, таблетки Сайхер, все это надо пить. А вот эта мазь Ями воняет безбожно. И это на лицо на 1,5 часа. У меня просто вся семья разбегается. Ну что, как говорится, будем лечиться. Следующее переключение, новый день. Я с утречка уже в парке. Сейчас 10:30. И это прекрасное время, как тепло и солнышко. Впервые, наверное, в моих влогах нормальная концовка, потому что я их чаще всего забываю записывать. Надо более или менее официально с вами попрощаться хоть в одном видеоролике. Поэтому до следующей субботы. Спасибо, что вы смотрели это видео, были вместе со мной. Хорошего всем дня. Всем пока-пока.